что, будем скоро трогаться. Наверное. Потому что время 3, а грузить еще не начали. Вот подъехал еще коллега, тоже с московской колонны. А вот летит КамАЗ на всех парах по лужам. Тихонько ездить не умеем же. Сами грязные чушки и других надо тоже испачкать. Вот столько сразу машин стало на погрузку. Вот раз, два, три, четыре. Вот что-то одиночка что-то просто с воротами открытыми стоит. Поэтому не знаю, будет грузить его нет или нет. Как что там. Керанул машинку. Вот так вот все блестит. Будка блестит. Надеюсь, в дождь не будем попадать. Ну, хотя лето у нас какое-то тут дождливое. Сейчас только он дождик капал, он на асфальте видно. Да и он будка в точечках, в капельках. По загрузке. Короче, не знаю, когда загрузит. Тишина какая-то. Посмотрим, как нас будут разгружать. Будем двигаться. Логист тоже там недовольный наш, что мы на эту мебель попадаем вечно, блядь. По факту будем приезжать, звонить заранее и посмотрим, как у нас разгрузят в Уфе, в Самаре, ну и наши любимые Москов. Так что сидим, ожидаем, как загрузит, так сразу тут взвесимся на весах электронных и сразу попрем. Мальчули и девчули, летим вперед. Находимся между Новосибирском и Омском. Скоро заедем на стояночку, покушаем, купнемся. Дворнички вообще отлично прям работают. Вчера машинку протерли, перед тем как уехать. Вижу уже опять тучки. Так погода не хочет, чтобы мы ездили чистые. Крапит, но асфальт вроде сухой. Стекло хоть отмоет от комаров. Новосибирск с комарами богат. Ночью ехал он, набил на стекло. Сейчас он хоть чуть-чуть оттер. На улице прохладненько. Вроде 19 градусов, а все равно прохладно. Через 2 дня у нас разгрузочка. Первая в Уфе. Должны вроде прибыть вовремя. Погода какая-то невеселая, пасмурная. Будем ехать вперед, двигаться. Что будет интересно, сниму, покажу. Ну вот мы и разгрузились в городе Уфе. Где-то минут 15 я поехал к пандусу. Ну за час 15 меня разгрузили и догрузили на Москву. И ну там немного догрузили. Разгрузили там 3 тонны, по-моему. Тоже, в принципе, немного. Ну, где-то за час. Ну, с оформлением документов и всеми делами. Ну, 1,5 часа, пускай, грубо говоря. Все, мы выехали на Самару. Тут плохо, конечно, то есть по городу приходится ехать. Держитесь левее, в тоннеле. Как заколебал этот, блядь, навигатор уже. Вот видите тут, да? Дома, тут новый этот район у них. Ну вот приходится ехать вот так вот, не быстро. Двигаем
будем в Самару. Посмотрим, что как Самара нас примет. Долго-недолго будут разгружать. Нужно еще будет позвонить директору, сказали. Позвоните директору. Держитесь левее, в тоннеле. Какая разница? Прямо 7 километров. Вот такой тут туннель. И даже, наверное, не туннель, а просто по широкой дороге мы проезжаем. Солнышко сегодня хорошо, но на улице 17 градусов. Я бы не сказал, что это жара. Вчера ехали по Уралу, вообще там до 9 градусов температура падала. Дорожники тут что-то ковыряют, моют. Проставили свои. Проехали. Вот такие у них тут рыси. Ну ничего так. Может, я тут просто еду так в чистеньком таком районе. Ну, заезжал с другой стороны, в принципе, тоже было нормально. Так вот надо 6 км еще чесать. Сейчас заедем на заправку на 1474 километре. Мы заправлялись на этой заправке, когда шли на край. А в обратном направлении тоже тут же будем заправляться до полных баков. Ну. Через Улан-Удэ еще мы не... Улан-Удэ. Через Уфу мы еще не ездили. А в Улан-Удэ мы уже были. Уфу, как все время по объездной объезжали. Опять что на мосту стоят, что-то ремонтируют. Ну ничего, пока ничего такого плохого сказать не могу. Прикольно все. То 3 полосы, то 2 полосы, то 3 полосы. Точнее, мы едем то по второй, то по третьей. Вот как тут ездить? Движение грузовым запрещено с 5 до 10. Ну, так как мы разгружали здесь, мы можем проехать тут и загружали здесь. Едем не транзитом. Так вот все выглядит. У них. Ну, пока красиво, не знаю. Может быть, если в старый там район заехать, то не очень будет красиво. Двигаем дальше. Вот такая тут у них красота в Уфе.
Реставрация, что ли, идет. Дорога, в принципе, так ничего. Ребзя, вот и Самара. Подъезжаем, осталось буквально там Карпали, 7-8 километров до точки. С объездной сейчас заезжаем в город. Время московское 16:30. То бишь мы выехали где-то с Уфы в 11. Не торопясь доехали. Были светофоры, реверсированные, конечно, как всегда, везде ремонты, но ничего такого критичного, все. Не торопясь, ехали и доехали. У нас там мостик будет, на улице солнышко, потеплело, 26 градусов стало. Будем греться теперь. То ехали, мерзли с печкой, теперь солнышко припекает. Все равно на улице ветерочек какой-то. Хорошо, солнышко, тепло. Ничего. Созвонились с директором. Завтра утром нас будут разгружать. Наймут там рабочих. Потому что у них вроде как нету своих, кто разгружает. Сказали, заедете прямо на территорию, вас запустят там, все, не вопрос. Посмотрим. По крайней мере, в Уфе мне понравилось, все, блин. Хоть там и склад находится, скажем, в таком неудобном месте, но ничего, заехали, припарковались, зашли на склад. Блин, вообще все убрано, все чистенькое. Все сложено, не валяется, ничего, все на своих местах. Понимаете, в Москве же это кошмар какой-то, просто, да. Все быстренько, чик-чик-чик, разгрузили. Перегрузили, что надо, догрузили. Все, доки отдали, все, счастливого пути, все, езжайте. Посмотрим, как завтра будут разгружать нас самарские. Должны выгрузить там вроде 7 тонн. И 7 тонн останется в Москву. Вообще там до Москвы нам тут тоже штукарик еще пилить. Профиль город. Профиль город, да. Уже мы в городе, можно сказать. Одной ногой. Сейчас через мост перешагнем. И будем в городе. Самара, городок. Речечка. Все. Река Самара. Вот так вот. Мост весь какой-то кривой. Вверх-вниз, вверх-вниз. У нас это 2 километра до поворота. В городе снимать не буду. Сейчас уже вечер, движение, наверное, будет не маленькое. Поэтому телефончик выключаю. Время 10 час, начало 10-го. Здесь что-то не торопится с работой. Написано, что работают с 9. Пришел только один грузчик и сидит, ожидает. Больше никого нету. По-моему, раньше с 10 не начнется никакая выгрузка. Вон один охранник пришел, дверь открыл и сидит.
Вот так вот мы поставили машинку. Вот это контора. А вот куда мы клепочки прилепили, которые покупали. Что у нас еще на повестке дня? Не знаю, завтра успеем мы доехать до Москвы или не успеем. Потому что неизвестно по разгрузке, сколько у нас будет времени тут длится, что. Короче, все печально. В Уфе встретили, быстренько разгрузили, отправили. В Самаре. Чем, как говорится, ближе к Москве, тем хуже работают люди. Так что ожидаем, во сколько придут, не знаю, попозже сходим, тут столовка есть. Поставим машину на разгрузку и попрем в столовку сходим. Разгружать на пол машины, а потом стекло отмоем, морду лица автомобиля, на всем в мушкаре, всякой такой херни. Нам есть автомоечка, сервис. У нас машинка вроде ту-ту-ту, более-менее чистая, поэтому пока что обойдемся без моечки. Вот. Узарик тоже вчера приехал вечером, ночевал. Вот уже поехал разгружаться, разворачивается. А у нас серьезная фирма не хочет разгружаться. Вот прошел часик у нас. Уже практически ничего не осталось. Тут мусора только тут осталось. Пенопласт этого. Вот до стеночки. Сейчас забираю тут это. И все. Так, Женя, это что? Остальное едет в Москву у нас. Вот так вот так. Пошел, позавтракал. Сейчас, не знаю, что чуть-чуть, наверное, полчасика и все. Потом они там догрузят что-то на Москву. Остался там вот уголочек. Догрузит то, что на Москву. И пойдем доки подпишем. Тут тоже недолго. Быстренько печати шлепнут. И помчим дальше в Москву. А вот с Москов, не знаю, у нас там что, разгрузят, не разгрузят. Надо будет, ну как выйдем за Тольятти, я думаю, наберу им и узнаю, стоит торопиться или не стоит, как это будет выглядеть у нас. Или стоит чуть-чуть проехать и отдыхать, лечь. Короче, посмотрим. Все будет зависеть от разгрузки в Москве. Разгрузят, будем ехать до Москвы. Не разгрузят, не будем торопиться. Вот долетели мы до Тольятти. Пробочка тут небольшая. С Тольятти в Жигулевск через ГЭС. Наверное, как всегда, что-нибудь делают. Это везде так у нас. Ну как, так, рассказать вам. Начали разгружать в 9:30 где-то примерно. Пришли там начальник склада, грузчики все подошли. Что еще? Закончили, документы я забрал в 12 пошел. Ну там уж без 5:12 закончили грузчики. То бишь разгрузили, свое забрали, обратно загрузили. Что их нужно было отправить.
Ну, как бы 2,5 часа. 2,5 часа. Разгружали все. Вот уже почти. До заправочки доехали. Осталось что-то меньше соточки там. Ну. За Жигулевском будем там. Заправка у нас будет. Ай, блин. Что ж так долго, что ж так пробочно. Солнышко на улице, 21 градусов. Двигаем в Москов. Там тепло, говорят, 30-очка. Погреемся. Надо будет позвонить сегодня механику, чтобы нас записал Томилина на ТО. Поменяют масло вроде как, фильтра. Ну, короче, пройдут ТО. Сейчас тоже заправимся, проедем. И потом будем звонить на московскую базу. Что там? Когда нас разгрузят, не разгрузят. Там что торопиться, не торопиться. Все будет после заправочки. Сейчас заправимся, чтобы по прямой уже двигать на Пензу, на Рязань. Пока тут по городу не буду ничего говорить, ничего. Так, пробочка. Короче, светится весь газ. Московское шоссе здесь у них. Вон, просто тупо стоят. Чё стоят, блин? Вообще не едем, вообще. Даже не потихоньку. Просто стоим. Ладно, как, что будет известно, напишу, включу вам, расскажу. Ну, наконец-то мы выбрались с этого ада. Итак, мы с ГЭСа, ну, через Волгу, да, до Жигулевского, вот объезд. Потому что через город прямо не пускают, только в объезд слева. Как только заезжаешь, сразу влево уходишь и по левой стороне обходишь. Итак, итого мы проехали Так, в час мы там были. В час. И в 5 мы выехали. То есть мы ехали 4 часа. Вот так вот. Там километров 15, наверное. Не больше. Ну вот опять у нас не работает этот накат горный. Машину заглушил, пока в пробке стоял. Завожу, все, чик. Наката нет. Ну, я думаю, включится. Ну, сейчас едешь, часа 2 будешь ехать. Потом хоп, загорелся. Что такое, ну, непонятно тоже. Вот из-за этого, я думаю, мне накат тут раз 1200 километров, точнее, не записали по АБ категории. Хотя накат был нормальный. И защита нормально, но в Scania Fleet показывает, что график черный, короче, вообще. Как вот этот вот сейчас показывает график. Вот, звездочки, нули. Ну, просто черный. Вот и там тоже так же в графике тоже был черный. Хотя стоит категория Б. Это после А. То бишь это там 100% должно быть общее А законченное. Ну, то бишь вот 1200 км мусорку выкинули. Ну, ничего страшного. Так, сегодня мы уже не доедем до Москвы.
Это точно, даже если там и ночью проскочить. Будем ехать еще завтра. Приедем к вечеру, наверное. Ну, посмотрим, не будем загадывать. Кто-то тоже, видите, загадывал. И... Вон, Волга, река течет к нам домой, в Волгоград. Тут сейчас через деревни. Вот дорога пустая. Там это кошмар. Жигулевск, блин. Просто опа большая. Эти переезды, светофоры. Все тыркаются. Тырк-пырк. Блин, я не знаю. Гаишников поставили бы, чтобы, блин, там, не знаю, как регулировали, блин. Как-то что-то можно было сделать. Просто тупо сидят все именно за переездов и за светофоров. Все. Пробки стояли, блин, по 30 минут. Вот построился, машину заглушил, все, 30 минут. Куришь бамбук. Что это за люди, блин, какие-то? Вроде едет и не едет, блин. По обочинам что-то крадутся, блин. Тут им, блин, права давал, блин. Сейчас вот напрямую выйдет и газ в пол и полетит. Зато летят, блядь, по сплошным, по обочинам, все. Как пробка, так они торопятся. Как не пробка, так якорь бросят и едут еле-еле, блин. Как-то вот так. На улице 19 градусов, вроде ветерок прохладненький. Сейчас просто окошки закрыл, чтобы не шумело. А так с закрытыми окошками едем. Все хорошо. Сейчас скоро у нас будет наша любимая заправка Роснефть. Опять там минут 40 постоим. Ну, я имею в виду, только заправляться будем. Потому что у нас бак почти пустой. Надо еще и РФ долить. Мы же не доливали, как-то раз приехали. Чтобы все было полно. И все, и мчим на Москву. Летим на всех парах в Москву. Осталось 350 км до точки выгрузки у нас. Проехали Шацк по М5. Заехали в светофор. В этой дороге был. Можно было паркануться нормально. Поэтому остановились, зашли, глянули, что есть. Оказался газ по 85 рублей. Упаковочку взял. На всякий пожарный пускай будет. Потому что он везде. Цены, блядь, задрали за него космические. А так все нормально. Проснулся в 6 утра и поехал сегодня со стояночки. Что-то поставил сначала будильник на 4. Как-то тяжко. Проснулся, но нет, надо еще чуть поспать. Поспал еще 2 часика, встал, чаек попил. И двигаем дальше. Погода солнечная, 19-20 градусов. Пока что прыгает. Я думаю, ближе к Москве будет теплее. Потому что там что-то 30-очка. Москва греется. А Краснодарский край тонет там в дождях. Наверное, скоро это пройдет. Все будет хорошо, все наладится. Надежда умирает последним, как говорится. Мы же живем надеждой. Что и оклад нам вернут хороший, зарплату. И что-то только надежда и все. Больше ничего пока что. Ну что, так у нас все, в принципе, нормуль. Идем по времени, даже раньше.
Разгрузка у нас завтра в Москве должна быть. Не знаю, приедем после обеда, навряд ли будут разгружать. Звонить не стал им вообще, потому что это бессмысленно в Москву звонить. Им звонишь, договариваешься, они все да-да-да. Ну, как в прошлый раз, да, помните? Если кто не смотрел, посмотрите. И смысла нету звонить там. Нет, разгрузят завтра, как по документам мы должны разгружаться. Стекло опять у нас все в комарах. Всякой остатков от живности разбившейся. А то сухая погодка нас приветствует. Так, у нас осталась Рязань. Буквально где-то километров через 150. И все. И там прямая на Москву. Даже по МКАДу не будем заезжать. На Рязанке там свернем. И на Дзержинский. Приедем, посмотрим, что скажут. Поснимаю, скажу вам. В принципе, М5, ну ничего, такая трасса. Блин, по семерке ездим как бы. Но М5 тоже ничего, так нормальная. Вот единственное то, что вот Жигулевск подводит. Там, да, жопа. Ну вот мы на нашем любимом месте. Знаете, да, номер дома? Прибыл я сюда 4 по Москве. Ну, я даже другого ответа не ожидал, что разгружаться мы будем завтра. По документам завтра у нас. Разгружаться будем завтра. Здесь стоит коллега на разгрузке. Тот же, который с нами грузился. Он разгружался в одной точке, мы в двух точках по дороге. В Саранске он разгружался. Мы приехали вместе с ним. У него разгрузка стоит сегодня. У нас разгрузка стоит. Он стоит на завтра. Поэтому будем ожидать. Сегодня здесь переночуем. Блин. Когда нас разгрузят, будет неизвестно. Нам бы надо хотя бы, чтобы до обеда нас раскидали. Чтобы нам попасть на ТОшку, нас записали на базу в Томилино. Будем надеяться, что мы туда попадем. Все-таки поменяют нам все, что нужно при ТО. Вот такая метла у нас стоит. Все держится, все нормально. Нигде ничего не отрывается. Может быть, заедем, помоют нам машинку. Блин, что я, очень сильно сомневаюсь, конечно, что нам ее помоют. Но надо мыть уже. Вот видите, точки грязи уже не оттираются. Это машину надо уже помыть химией. И морду, и лица ее умыть тоже с химией. Там жирные эти точки с мух, с комаров всякой. Вот такой вот бабочки тут. Все мыть руками это бесполезно. Надо хорошую химию, чтобы все отмыть.
Ну, посмотрим завтра. Доедем. Может быть, ополоснемся. А пока ждем разгрузку. Пойдем залепим что-нибудь видосик. Кстати, коллега тоже разгрузился, у него что-то осталось. Чуть больше, говорит, половины. Но тоже весь день стоит, блин, и... А вот он и не там. Ну, можно сходить, посмотреть, сколько там у него осталось. В Москве тепло, хорошо. Припекает от души. Машинка на солнышке стоит. Ну, у нас коллега уедет, и мы ставим на его место. Так что вот так вот. А ты звонила, я сам включу. Что-то у него осталось. Хоп. А тут осталось полное. Вот так вот. Так что еще его еще хрен знает, разгрузит или не разгрузит. А то, может, мы еще до завтрашнего вечера простоим. Что-то не видно вообще, что кто-то что-то работал там. Вон. Будет он. Вставай, говорит, давай.